95% пожаров, которые сегодня у нас есть и вообще были в этом сезоне, это, к сожалению, природное явление, на которые мы не можем воздействовать. Вместе с тем, особенности в начале сезона были случаи воздействия человека. Нарушителям применяются все меры административной ответственности, в том числе и вплоть до уголовной ответственности. В связи с тем, что у нас по большинству районов сейчас объявлена как раз чрезвычайная ситуация в связи с лесными пожарами, доступ в леса ограничен, никаких огневых мероприятий в лесах проводиться не может быть, начиная от розжига костров. За этим следят и МЧС, и патрульно-рейдовые мероприятия проводятся. На сегодняшний день у нас на тушение пожаров за это порядка 1500 человек. Из них 600 человек — это силы, которые переброшены Федеральной авиалесоохраной и лесоохраной других регионов. Я хотел бы, пользуясь случаем, выразить благодарность своим коллегам за то, что, несмотря на непростую обстановку у многих из них, они нашли возможность где-то 20 человек, где-то 30 человек отправить на тушение пожаров у нас здесь, в Якутии. И всего группировка извне региона порядка 600 человек. Действует около 70 единиц техники самой различной. Широко применяем мы вертолетную технику, самолеты-зондировщики работают по вызыванию осадков в тех местах, где у нас ресурсная облачность наблюдается. Ну и надо понимать, что все пожары у нас, даже те, которые мы сейчас обслуживаем, они находятся в крайне труднодоступной, очень много на юго-западе, юго-востоке республики, в горной местности, где абсолютно нет воды. И людям приходится в основном как раз ручным методом, практически без серьезной техники, останавливать огонь. Но здесь лесоохрана федеральная помогает, в том числе и взрывными работами, которые она единственная в стране имеет право проводить как раз для тушения лесных пожаров. Мы искусственно дождей вызываем с самого начала сезона, и благодаря этому во многих районах нам удалось как раз снизить класс пожарной опасности. В частности, северные районы, Колымская группа районов, где еще совсем недавно были очень серьезные пожары, в результате в том числе и воздействия самолетов-зондировщиков, большие такие серьезные хорошие дожди прошли, и сейчас класс пожарной опасности там практически уже снижен до нормального, и мы оттуда уже, наоборот, силы перебросили в центральную часть, в южную часть Якутии.